За последние несколько дней в предприятии «Водоканал» города Вулканешта обратилось около 20 абонентов с просьбой заменить водомеры, так как они треснули из-за морозов и жители остались без воды. В Камрате в результате минусовых температур также зафиксированы 8 обращений горожан о выходе из строя измерительных приборов воды и авария на одной из водопроводных линий. Установившиеся в последние дни морозы причинили камрадскому поставщику воды незначительный ущерб. И за эти дни была только одна крупная авария, которая за короткое время была устранена. На данном участке были заменены около 10 метров труб, отметила директор СУ-канала Вера Гагаус. Единственная авария была на ветлечебнице, которую мы устранили буквально вчера, потому что в воскресенье был великий праздник, и нам сообщили об этом очень поздно. По словам Веры Гагаус, система водоснабжения замерзла в нескольких организациях и пятиэтажном жилом доме. Причина – недостаточное утепление подвальных помещений. Мы осенью утеплили все свои скважины в городе. Абсолютно все. Мы закупили опилку, утеплили их, и мы сегодня проблем не имеем. В январь-февраль эти колодцы не открывать, соответственно. Пользуемся тем, что мы знаем, сколько это люди брали в прошлом году, позапрошлом году. Мы берем усредненные и стараемся так сделать, чтобы не открывать колодцы, соответственно, обезопасить людей. В Вулканештах около 20 абонентов остались без воды из-за вышедших из строя водомеров, сообщил директор муниципального предприятия АП «Канал» Иван Кулинский. По его словам, во время сильных морозов в городе были аварии и на водопроводных трассах, а из-за частого отключения электроэнергии вышли из строя городские очистные сооружения. Аварии были, к сожалению, и по электрической сети. Газ Юнион-Феноза плохо сработало, потому что очистные сооружения, которые были восстановлены за счет чешского гранта, были под угрозой, что насосы замерзнут. Система вся остановилась 2 часа ночи и не могли включить. Сутки практически стояло. Замерзли насосы, и сутки мы отогревали, били лед, чтобы не испортить, не вывести из строя оборудование. Очень плохо сработали. Остальное у нас и прорывы были, но помогала Примария, выделила технику, у них трактор сделали. По водопроводу тоже были отключения, потому что в отдельные участки замерзли водомеры, есть очень много у людей, и вынуждены были отключать. Иван Кулинский обратился к жителям Вулканешт с рекомендациями, как избежать аварий в системе водоснабжения при сильных морозах. Чтобы утепляли свои водомеры, потому что в частном секторе они, как правило, у колодцев свои ямы сделаны, и там они не утепляют их должным образом, поэтому и выходят из строя. Знают, что замерзает, есть вероятность, что замерзнет, прихватит при большом морозе, чтобы оставляли тонкую струю, чтобы вода текла, чтобы не застаивалась, и она тогда не замерзнет. И, естественно, утеплять всю систему, утеплять водомеры, утеплять те участки, где они, возможно, замерзнут от понижения температуры. Вот эти варианты, которые нужно делать. И, конечно, мы предусматриваем, подаем постоянно воду, у нас по графику подается. В эти моменты, в этот период мы подаем круглые сутки с той же целью, чтобы не прихватило саму магистраль. Потому что есть участки, где может тоже замерзнуть. Согласно законодательству, потребитель обязан обеспечить теплоизоляцию места размещения оборудования, измеряющего количество потребляемой воды.